Ідэя запрасіць гледачоў у святая святых тэатральнага жыцця ўзнікла нечакана, і публіка яе горача падтрымала. Билеты на незвычайную программу раскупили за некалькі дзён. Полный аншлаг. Впервые такая акция в Беларуси проводится, и проводится она впервые в городе Бресте. Раньше таких не было. Почему родилась такая идея? Дело в том, что театр в настоящее время нуждается в популяризации. Мы хотели показать различные жанры театрального искусства, которые в принципе есть. Некоторые гости нават асабліва падрыхтаваліся до театрального вечера. Мы сегодня пришли в костюмах горожан Брест-Литовска, примерно в таком виде. Горожане и дамы посещали те театры и те заведения, которые были в нашем городе. Очень приятно, что театр становится центром светских мероприятий, так как это и должно быть. Все возвращается. А іншыя примерали новые образы уже у театра. Родители привили любовь к театру, сами ходят, и я хожу немного киноактером, ощущаю себя. Интересно очень даже. У праграме святочнай ночы майстар-класы, спектаклі і шмат цікавых падзей. Напрыклад, экскурсія ў чароўны свет закулісся. Старт маршруту – музей театра. Далей на сцену. Гледачам рассказали об техничной складающей постановок, продемонстрировали незвычайный реквизит. Сейчас мы можем сделать элемент эхо. Вот, например, я сейчас буду говорить, а во всем зале будет раздаваться эхо. От теории до практики. Режиссер Денис Федоров стверджае, талент актера есть у кожного, что и вырашил подтвердить подчас мастер-класса. Смотрите, вы будете ходить сейчас тоже хаотично. Старайтесь распределиться по всему пространству, и ваша задача будет поздороваться друг с другом, да, любой частью тела. Актеры бывают разные, да, и, так скажем, каждый человек актер, потому что на сцене актеры играют людей, а не кого-то вымышленного. То есть каждый из нас в какой-либо ситуации, в какой-либо пьесе может быть актером. Гледачоў запросили долучиться до спектакля «Чыткі» «Лецюлоўныя мстители» молодого белорусского драматурга Александра Савухи. У театральной бары музычный джем от Ирины и Игоря Пашечко. Очень интересно, потому что можно побывать в закулисье, можно открыть в себе какой-то новый талант. Нам понравилось, и очень надеюсь, что в следующем году такое же мероприятие будет. Не забыли ў гэты дзень и про самых маленьких гледачоў. Для их театр ценю и интерактивные спектакли. Каждый раз, когда я прихожу в театр, очень интересно получается. Такие интересные сказки. Представления, которые здесь показывают, это очень интересно. Арганізатары сцвярджаюць, вясновая ноч у тэатры упэўнена прапішацца ў мастацкім жыцці горада, а таксама абяцаюць, далей будзе шмат цікавых тэатральных падзей. Так што сочым за афішай. Евгений Мороз, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».